Улицу Дзортова в Барсуки в этом году включили в список проектов голосования для благоустройства. Ее протяженность 780 метров. За преображение улицы уже проголосовал 5561 житель. В их числе и Хадишат Дзортова. Одна из первых поселенцев проживает здесь с 1993 года. Говорит, что уже и не помнит, когда в последний раз дорогу реконструировали. Так давно это было. Som koahas da demotigeras даже он зон толожа даже коа дядюла ши от хаттенда та ваша дос канализации дикхер ваша дуале. Рушания Угурчиева согласна со своей соседкой. Дорога оставляет желать лучшего. Она с семьей переехала сюда 10 лет назад. Говорит, здесь нравится все. Живописные виды, тишина, люди. Расстраивает только состояние улицы. Грязь. Вот тут же все-таки дожди, и зима же тут все-таки не снежная. И получается вот грязь. Мы во двор эту грязь несем. На обуви, на машине. Ее внучки любят кататься на велосипеде, но иногда это приятное времяпровождение заканчивается травмами. Если бы нам ее облагородили, асфальт, конечно, было бы шикарно. Дети бы катались, и мы как бы ходили, не спотыкаясь, бабушки. Было бы очень здорово. Вторая же территория, которая участвует в голосовании, это улица Альберта Плиева в сельском поселении Плиева, протяженностью 850 метров. На проезжей части гравийное покрытие, нет пешеходного тротуара и освещения. За благоустройство уже проголосовало более 5600 жителей. В рейтинговом голосовании она пока лидирует. Улица, набравшая наибольшее количество голосов, будет преобразована в 2025 году. В рамках программы предусмотрено освещение, тротуар, озеленение, но мы планируем также провести асфальтирование данного участка. Здесь улица где-то около 800 метров. Мы надеемся проасфальтировать ее, если она пройдет в финальную часть. Со старта реализации программы в Назрановском районе благоустроено более 30 социальных объектов. Сельское поселение Барсуки же впервые участвует в программе «Комфортная городская среда», поэтому жители здесь принимают самое активное участие в рейтинговом голосовании. Эти две улицы выбрали не просто так. Выбрали представители сельской администрации, по мнению жителей. В данном случае здесь идет строительство ФОКа, и это будет целесообразно сразу благоустроить это место. Все равно в дальнейшем придется это делать. А также в Плиево там тоже была необходимость в благоустройстве этой улицы. Также непосредственно рядом с ФОКом находится, поэтому был выбор поставлен на это. Программа формирования комфортной городской среды предназначена для городов, поэтому в районах и сельских поселениях благоустраивают только одну территорию в год. Какую именно улицу благоустроить в 2025 году, станет известно совсем скоро. Амина Зязикова, Али Зязиков, Магаз 24.